Каждую ложь, любую неосведомленность, всякую клевету дозволительно и даже необходимо опровергнуть, используя накопленные знания, применяя только достоверные контраргументы, при условии их наличия, приводя обоснованные доказательства, в противовес несоответствующим действительности сведениям, для того, чтобы ложь и введение в заблуждение можно было превратить в правдивую информацию. В связи с вводом российских войск в Ингушетию, чеченский парламент обвинил Россию в агрессии против Чечни. В принятом чеченским парламентом заявлении утверждается, что Сунженский и часть Малгобекского района никогда не входили в Ингушетию, а являются исконными чеченскими землями. Из уст определенных личностей, а также в различных провокационных интернет-пабликах все активнее стали распространяться ложные сведения и необдуманные обвинения в адрес ингушей, что якобы ингушам во время чеченских войн несправедливо достались от Чечни Малгобекские и Сунженские районы, и что президент Ичкерии Джохар Дудаев якобы сделал подарок Ингушетии, отдав ей из состава Чечни земли Малгобекского и Сунженского районов. Однако это утверждение нисколько не претендует на подлинность и не несет в себе истинного характера. Далее, опираясь на достоверные контраргументы из письменных источников, постараемся разоблачить эту дезинформацию. Первая всеобщая перепись населения за 1897 год по Терской области. В данной книге приведены статистические данные о населении Кавказа по национальностям, вероисповеданию и так далее за конец XIX – начало XX веков. Так, нам удается выяснить, что в Сунженском округе в период царского времени проживало около 46 тысяч ингушей мужского и женского полов и около 2000 чеченцев обоих полов, то есть численность ингушского населения в Сунженском районе во много превосходила другие народности, что говорит о принадлежности этих земель ингушам в тот период. Утверждение русского владычества на Кавказе. Том 3. Тифлис, 1904 год. Из этого исторического труда на страницах 227-228 можно извлечь сведения о заселении чеченцев на плоскость между реками Сунжа и Тереком с дозволения царских властей. Начало заселения на теречной Чечни собственно чеченцами относится ко времени управления Кавказским краем Потемкина, когда около 1784 года, с разрешения российского начальства, чеченцы стали появляться на плоскости между рек Сунжу и Тереком, обещая составить передовые посты для Терской линии. На следующей странице, в тексте описывается, что протяженность ингушских равнинных земель на восток была, вплоть до селения Закан-Юрт. Главным основанием водной системы Чечни служит река Сунжа, берущая начало в Черных горах из лесистого северного склона горы Сунжа-Корт. Прорезав Черные горы, она первые 50 верст течет в северо-западном направлении, а за укреплением на Зраном поворачивает постепенно на восток, орошая земли ингушей, и вблизи бывшего аула Закан-Юрт вступает на чеченскую территорию. То, что территория Чечни начиналась от Закан-Юрта, подтверждается и картой Ингушского округа Терской области, датируемой 1892 годом. На данной карте обозначены ингушские территории в таких границах. Труды местных комитетов. Том 52. Кавказский край. Санкт-Петербург, 1903 год. В данном сборнике присутствует текст жалоб терских казаков на ингушей от 11 ноября 1902 года, а также прошение казаков о выселении ингушей из Сунженского отдела. Совещание, бывшее при Сунженском отделе, говорит: скот и иконократство составляют главный корень зла, препятствующего расширению и ведению сельского хозяйства. Этим промыслом специально, как обычным ремеслом в районе отдела, занимаются соседи казачьих станиц,
Ингуши. Ввиду сего, необходимо усилить уездную полицию и установить стражу из казаков для постовой караульной службы. В докладе же станичных атаманов и в особо представленных начальнику области приговорах, расположенных по рейкам Сунжа и Ася, станиц Карабулакской, Троицкой, Слепцеовской, Михайловской, Асинской, Нестеровской и Фельдмаршальской, выражается ходатайство о выселении ингушей из района Сунжинского отдела, как единственном, по их мнению, условии мирной жизни, при которой только и может прогрессировать и процветать сельское хозяйство. Здесь перечисляются и конкретные населенные пункты, из которых казачество ходатайствовало выселить ингушей. Помимо остальных сел, здесь перечислены также станица Михайловская, ныне село Серноводск, и Осиновская, в которых в прошлом проживали ингуши. Терские казаки, которых Российская империя в XIX веке поселила на ингушские земли, просили наместников царской власти на Кавказе выслать именно коренных жителей, ингушей, из их же селений, находящихся в Сунжинском отделе, а не чеченцев, что в очередной раз подтверждает исконную принадлежность этих земель ингушам. Немного отвлечемся от основной темы данного видеоматериала и постараемся выяснить основную причину вражды между ингушами и казаками. Ответ содержится в труде под названием «Условия жизни населения Терской области с точки зрения нервно-психической гигиены». Москва, 1909 год, на странице 55. Ввиду столь сложных причин, вызвавших вражду между туземцами, то есть ингушами и казаками, достигнуть нормальных отношений между ними является делом весьма нелегким. Некоторые из причин сами по себе неустранимы. Враждебные отношения обусловлены тем, что часть казаков поселена на бывшей ингушской земле. Исторический справочник под названием «Документы по истории гражданской войны в СССР», том 1, 1941 год, на странице 407 этой книги содержится следующая информация. Сунжинская линия, так назывался Большой земельный клин, разрезавший Ингушетию на две части. На этой территории царским правительством во время Кавказских войн с целью ослабления Ингушетии был создан ряд казачьих станиц, Тарская, Фельдмаршальская и другие. Ингуши все время боролись за ликвидацию этого казачьего клина, разрезавшего их страну пополам, и требовали возвращения своих земель, что было возможно только при переселении казаков на другие земли. Это требование ингушей было осуществлено советской властью в результате победы пролетарской революции на Тереке. После гражданской войны и прихода к власти большевиков, на ингушских землях был сформирован так называемый Сунжинский казачий округ как самостоятельная, отдельная административно-территориальная единица, которая не входила ни в ингушскую, ни в чеченскую автономные области. В сборнике документов под названием ЦК РКП и «Национальный вопрос» на странице 560 сообщается о безуспешной попытке передачи Сунжинского казачьего округа обратно в состав Ингушетии из-за протеста и недовольства казаков. Земельные споры между Сунжинским округом и Ингушетией. Постановление Краевого исполкома об отрезе из фонда Госземзапаса Сунжинского округа 10 тысяч десятин в пользу Ингушетии вызвало сильное недовольство казачества, главным образом, хуторов Новой деревни, так как предполагаемая к отрезу земля заселена вышедшими из упомянутых хуторов казаками. На этой почве между казаками и ингушами обострилась вражда, в результате которой ингуши стали практиковать кражи скота, плугов, фургонов и другого сельхозинвентаря с полей Новой деревни. Казаки указывали, что близкое соседство с ингушами вынудит их бросить свои посевы и уйти с хуторов. Ингуши же заявляли: «Земля наша, и мы казаков все равно выгоним». В связи с создавшимся положением, а также тем, что отрез земли от Сунжи создает для последней большие неудобства в землепользовании, и хутора окажутся запертыми с обеих сторон, Сунжинский окружной исполком постановление Краевого исполкома обжаловал в ВЦК. До решения коего отрез земли решено не производить.
В 1929 году Сунжинский казачий округ, в котором проживали ингуши, казаки и представители других народов, руководство СССР присоединяет эти земли в состав Чеченской автономной области. Самой же Чечне этот кусок земли принадлежал только 5 лет, от 1929 до 1934 года, до слияния Ингушетии и Чечни в единую Чечено-Ингушскую автономную область. Ни в какой другой период истории эта территория, на которой располагается нынешняя часть Малгобекского и Сунжинского района Ингушетии, не входила в состав Чечни. Теперь рассмотрим ту часть территории, которая в сентябре 2018 года без ведома населения и без проведения всенародного референдума была отторгнута от Ингушетии в пользу Чеченской Республики. Эта территория представляет собой горно-лесистую местность, в которой также есть остатки родовых башенных поселений и склеповых сооружений. Памятники архитектуры, расположенные на переданной территории, являются свидетельствами обитания единой культурной общности, в ареале народа, который не приобрел, а создал это материальное наследие. История войны и владычества русских на Кавказе. Том 1. Санкт-Петербург, 1871 год. В этой книге на странице 412 прослеживаются следующие строки. Жилище Джерахов, Кистин, Галгаев, Соринцев и Мериджинцев, составляющих Ингушевский округ, состоят преимущественно из старых каменных башен, сложенных из камня, без цемента и имеющих несколько ярусов. Башни эти построены преимущественно на выступах скал или на остроконечностях гребней, на таких же местах, которые ни для чего другого не годны. Далее будут приведены исторические источники и архивные материалы, в которых указана принадлежность аулов и поселений, находящихся на этой горно-лесистой территории. Немецкий путешественник на русской службе Иоганн Гюльденштедт, который был свидетелем заключения договора 1770 года между ингушскими старейшинами и Российской империей, в своем труде «Путешествие по Кавказу» в 1770-1773 годах, перечислил все населенные пункты больших и малых ингушей, в числе которых значатся такие как Аршты, Даттех, Мериджи и даже Терлой. Сборник статистических сведений о Кавказе. Том 1. Тифлис, 1869 год. Согласно данному сборнику, Ингушский округ Терской области помимо Назрановского участка, Кистинского обществ, Галгаевского обществ, Соринского обществ, также включал в себя Галанчёжские аулы, Елхароевские аулы, Акинское общество и Мериджинское общество. Также аул Мериджи указан на той же карте Ингушского округа Терской области, составленной в 1892 году.